Большинство аварий на дорогах республики происходит с участием лиц, у которых отсутствует право управления транспортным средством. Многие водители просто не пристегиваются, превышают скорость, выезжают на полосу встречного движения. И как результат – погибшие и пострадавшие. За 6 месяцев этого года жертв в результате дорожно-транспортных происшествий в республике стало гораздо больше. Статистика заставляет задуматься. Поэтому первый вопрос на повестке заседания правительства – количество аварий и тяжести их последствий. Ситуация на дорогах региона зависит не только от автолюбителей, но и от эффективной работы ответственных служб. Организация системной работы по профилактике правонарушений среди населения со стороны территориальных органов внутренних дел на районном уровне, в том числе связанной с выявлением и пресечением правонарушений в области дорожного движения, являющихся причиной совершения ДТП. Недолжное уделение внимания проблемам аварийности со стороны заинтересованных органов исполнительной власти и местного самоуправления. Справочно доведу. Заседания муниципальных комиссий по безопасности дорожного движения не проводились на территории города Магаз, на территории Сунжинского и Назранского района, а также города Назрань проведено всего по одному заседанию за полугодие. Особенно аварийным участком сотрудники ГАИ называют ФАТ «Кавказ». Здесь с начала года зарегистрировано 17 ДТП. В результате аварии пострадало 25 человек. Еще один вопрос, требующий внимания – отсутствие в муниципалитетах специальных штрафстоянок для транспортных средств, что также влияет на статистику. Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин отметил, что вопросы необходимо решить общими силами всех ответственных органов. Начиная с того, что в республике до конца года будут организованы штрафстоянки, потому что ДТП, остановив нарушителя, не может забрать у него машину, поставить на штрафстоянку. Это будет происходить в наших крупных городах, причем это будут с большими штрафами, что хотя бы так мы приучим к дисциплине, культуре вождения. Опять же говорили о качестве подготовки водителей в наших автошколах. Говорили о безопасности, особенно пешеходных переходов около учебных заведений. У нас их 535 переходов. Значит, их состояние желает оставать лучше, потому что до сих пор мы наносим пешеходные полосы краской. Мы не применяем новые технологии пластиковые, которые держатся по 2-3 года. Поэтому у нас участились случаи еще и наезда на пешеходов. Особенно незащищенная категория пешехода. Начинается новый учебный год. О том, как обучают детей безопасности поведения на участках дорожной сети, собравшимся рассказал заместитель министра образования и науки Ингушетии Асхаб Дудургов. В истекшем 2022-2023 учебном году Министерством образования и науки Республики Ингушетия проведен ряд мероприятий, в том числе месячник «Внимание, дети», неделя безопасности дорожного движения, республиканский фестиваль «Смотр» юных инспекторов движения совместно с ГИБДД Республики Ингушетия. Республиканский этап всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2023». Также увеличен количественный состав отрядов ЮИД в общеобразовательных организациях до 1600 учащихся. Важным на повестке стал вопрос о состоянии пассажирских перевозок республики. Многие автобусы из-за изношенности не отвечают всем техническим характеристикам. Вопрос лично решается главой республики Махмудом Али Калиматовым. Состояние пассажирского автотранспорта в республике, оно плачевное. Они уже ходят 7-9 лет, они уже просто выработали свой срок. Поэтому главой республики было принято обращение в правительство. Он лично ездил и добивался того, что нам выделили 300 миллионов денежных средств на модернизацию автотранспорта. То есть до конца года, сейчас при оформлении всех документов, заключении договоров с производителем, мы должны приобрести порядка 80 новых единиц автотранспорта, которые будут обслуживать пассажиропоток в республике. Участникам совещания по итогу встречи Владимир Сластенин дал ряд поручений. Министерство промышленности, я прошу вас быть здесь за копёрчиком вместе с Минобром, вместе с УВД, потому что эти вещи не шуточные, жизнь людей. У нас погибло за год, погибает на дорогу больше. Не надо сравнивать. Рида Сычоева, Сулейман Костоев, Новости 24.